Здравствуйте. В эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. В нашей программе до сих пор мы изучали историю башкирского народа через призму истории отдельных родов. Историю основных родов в наших программах мы уже разобрали. К этому вопросу мы дальше будем возвращаться с появлением новых источников, новой информации. А сейчас начнем небольшой цикл наших программ, где мы будем разбирать отдельные исторические вехи в истории всего башкирского народа. Начнем, пожалуй, с разбора башкирских восстаний. Хочу начать с вопроса, с чего все началось. Да? Все-таки первой такой вехой исторической стало присоединение башкирского народа к российскому государству, и в дальнейшем, впоследствии этих событий, начали возникать восстания. Правильно я понимаю? Да, все правильно. Начнем с того, что такое башкирские восстания. Академик был такой Любавский, он назвал в своих работах башкирские восстания — это феномен мировой истории. И на самом деле башкирские восстания привлекали внимание не только российских, потом советских исследователей, но и зарубежных. Вообще там тема России на Западе, она ведь до недавнего времени не была такой уж популярной. В общем-то, интерес к России, он пробудился в связи с возникновением биполярного мира, да, противостояния двух систем, капиталистической, социалистической. На Западе, особенно в Америке, там возникла целая школа советологии. До Второй мировой войны или после? До, естественно. И вот уже после Второй мировой войны там вот такие корифеи появились, как там Ричард Пайпс, крупнейший американский советолог. И вот в контексте рассмотрения истории России они не могли пройти мимо темы башкирских восстаний, это раз. И второе, значит, башкирское национальное движение уже начала 20 века. Вот Ричард Пайпс, он больше писал, конечно, по национальному движению. А вот другой американский историк Альтон Данелли, у него целая книга была посвящена, но она называется так: «Завоевание Башкирии и России. The Russian Conquest of Bashkiria». И вот теоретически она во многом расходилась с положением советской историографии. Допустим, он считает, что Башкирия вошла в состав российского государства после подавления башкирского восстания 1735-40-х годов, а не в 1557-м, как вот у нас. То есть он до этого считал, что Башкирия, вот она была такой вассальной полунезависимой провинцией, что в этом есть смысл определенный. Да, зерно истины. А вот после вот этого подавления восстания 1735-40-х годов, это, кстати, первое восстание, которое потерпело поражение, началась уже по-настоящему интеграция, уже без компромиссов и так далее. Поэтому, когда вот мы говорим о восстаниях, сейчас вот приступим к этой теме, нужно эту тему рассматривать с момента присоединения Башкортостана к русскому государству. Тогда России не было, или лучше даже говорить, к Московскому царству, потому что без понимания, как это происходило, не будет понятно вообще суть этих восстаний. Давайте начнем с первопричин, каких-то предпосылок, да, то есть мы знаем, что в царствовании Ивана Грозного произошло завоевание Казани, в результате чего башкиры обратили внимание, что ли, да, на то, что рядом набирает силу московское государство. Давайте поподробнее здесь. Чуть еще раньше может взять вот такое государственное образование Золотая Орда, Улус-Джучи, который в 15 веке распался на ряд враждующих между собой политических образований: Крымское ханство, Казанское ханство, там Ногайская Орда, Сибирское ханство и так далее. Вот. Это, чтобы вы понимали, это не национальное государство в нашем понимании. Скажем, ногайцы, они возникли только тогда, когда вообще возникла сама Ногайская Орда. Вот, допустим, возникла нация кенийцев, да, там в Африке. Она как возникла? Это же не изначально были кенийцы, которые создали там государство Кения, а просто, значит, Африку нарезали там по каким-то провинциям, которые в период английского там и французского и так далее владычества вот эти существовали провинции, и потом, когда вот нарезали Кению, и стала появляться нация кенийцев. Вот так же и с ногайцами. Ну, то же самое американцы, да, Америка появилась не потому, что там были американцы, а наоборот. В том-то и дело. Вот. Или там колумбийцы, да, или там перуанцы, там, или аргентинцы. С Золотой Ордой то же самое произошло, когда вот вся Орда фрагментировалась, Ногайская Орда возникла, и вот с этого момента стала формироваться, так сказать, ногайская общность. Вот, и когда там говорят, ногайцы там или башкиры входили в состав Ногайской Орды, все это было случайно. А башкиры к тому времени уже вот, в отличие, допустим, от ногайцев, казахов тоже, которые образование их началось после образования казахского ханства. Казак, что такое казак? Или казах, как по-русски говорим, это вот беглец, мятежник, смутьян. От узбекского ханства отделилась небольшая часть, их прозвали казаками, стали мятежниками. И вот после этого казахское ханство образовалось, и начало образование казахской народности. А вот с башкирами там другая ситуация была. Это уже давно сформировавшийся народ. И в составе Золотой Орды, ведь Золотая Орда, она ведь вот был Улус-Джучи, так сказать, державный народ, из которого был разверстан на десятки, сотни, тысячи. Вот. А башкиры и вот другие народности, которые уже к этому времени были как сформировавшиеся этнические общности, допустим, русские княжества, они все входили в состав Орды вот на правах таких вассальных владений, поскольку они представляют монолитные такие этнические образования.
Мы, если смотрим историю Орды, там в XIV веке приезжает Яганка Венгр и говорит: государь всей Баскардии. То же самое русские княжества. В состав Орды они тоже как в вассальное княжество входили, поскольку русская народность, она существовала, и они не сливались с основной массой улусу-джучи. Это вот для чего я говорю, чтобы было понятно. И вот башкирский народ был разделен между тремя, так скажем, государственными образованиями. Большая часть входила в состав Ногайской Орды, Зауралье входила в состав Сибирского ханства, западная часть входила в состав Казанского ханства. А вот здесь как раз вопрос возникает, по какому принципу вот эти границы прошли между бывшими составными частями Джучи? Нет, принципов не было, ведь это все довольно-таки случайно произошло, поскольку, я же говорю, ни Ногайская Орда, ни Казанское ханство, нет, это не были какие-то национальные государства. Условно. Да, условный, вот эта нарезка границ без всяких... Пограничные столбы никто не ставил. Естественно, да, там, и она, возможно, вот эта граница плавала. И вот когда пало Казанское ханство в 1552 году, а в 1057 году Ногайская Орда, в состав которой входила значительная часть Башкирии, во главе с князем Исмаилом, или Улуби, как его называли, Большой Би, великий князь, Улуби Исмаил, он принял фактически русское подданство, поскольку он был союзником Ивана IV и был противником Казанского ханства и Крымского ханства. Враждовал с ними сильно. Чтобы было понятно, ногайские правители, они не были чингизидами, и в глазах этого населения они не имели никакой легитимности. Наоборот, значит, если мы обратимся к источникам, ногайский князь Исмаил, он, взяв кардинальное направление на союз с Москвой, всячески пытался в глазах населения улусу-джучи поднять значимость русского монарха. Он говорил: ты же прямой, значит, сын Чингизов, прям так и писал. Ты Чингизов сын. А в то время источник власти не был народ, это только с французской революции начинается. А тогда источник власти был представитель той или иной династии, обладающий достаточной степенью авторитетности, да? Тогда какие династии? Вот чингизиды, это вот безусловные авторитеты. Конечно. Были вот в этой части Евразии. Рюрикович, они тоже были авторитеты, но поменьше. Для того, чтобы поднять авторитет своей династии, когда вот пошла концепция Москва, Третий Рим, да, там Иван Грозный же придумал, что объявил себя потомком императора Августа, римского кесаря. На этом основании Москва, Третий Рим. Но у него еще и был восточный вектор. Намекал, что якобы он потомок Чингисхана. Но на самом деле он был не потомком Чингисхана, а потомком Мамая, мы знаем, темника Мамая. Так. Вот его мать Елена Глинская, она была как раз там праправнучка вот этого темника Мамая. Когда вот он на Куликовом поле был разбит, его сын Мансур бежал в Великое княжество Литовское, там получил поместье, там его потомки остались, потом приняли православие, потому что в Великом княжестве Литовское там, значит, православных было больше, чем католиков. И вот оттуда пошли княжья Глинские. Это вот как раз мать Ивана Грозного, Елена Глинская. А Мамай из какого племени? Он из племени Кият, монгольское племя Кият. Чингисхан из племени Кият-Бурджигин, то есть это всего лишь подразделение вот этого одного племени Кият. И вот на это, может быть, основании шла вот такая пропаганда, которую ногайский князь вел, что вот Иван Грозный, это вот не просто так. И вот эта пропаганда, она дала результаты. В глазах уже улусу-джучи, там, и кто населял эту бывшую территорию Золотой Орды, Иван Грозный уже стал восприниматься вот как белый царь. Цвет Запада. Цветовая гамма у тюрко-монгольских восточных народов, там синий цвет — это Восток, белый цвет — это Запад. Как называли великий падишах, бей, там, и так далее, и так далее. А тогда же была идеология чингизизма, и некоторые исследователи, даже вот был такой исследователь Юдин, он говорил, что чингизизм не идеология просто, это религия. Потому что Чингисхан, он был объявлен сыном неба в русле вот такой китайской традиции, потому что все китайские императоры, последней династии Цин, они все себя называли сынами неба, полубожественные фигуры. И Чингисхан так, вот на его печати так и было написано: на небе Бог, на земле один хан, сын неба. При том, что многие народы уже приняли ислам, и чингизизм, фактически две религиозные системы, они вот как-то умудрялись уживаться друг с другом. И вот когда в 1557 году, после вот этой активной пропаганды, ты царь, Иван Грозный, там наш хан, а зачем это ногайцам, ногайским биям нужно было? Они враждовали с Казанским ханством, но особенно с Крымом. Крым был категорически противник ногайцев. А как, интересно, их пересекались? Расстояние довольно-таки приличное. Ну как же, нет, у них по Дону граница проходила. Опустошительные набеги в отношении друг друга производили, и Крым напрочь отказывался признавать легитимность вот этих ногайских биев и требовал подчинения. А те не хотели. Фактически Казань пала из-за того, что вот они устроили блокаду на Волге, прервали сообщение между Астраханью, значит, Казанью и Крымом. Крым там пытался, ведь в последний период истории Казанского ханства, последний хан, они же были крымской династии. И в Казани боролись две партии. Одна про-крымская, агрессивная в отношении Московского царства, а другая промосковская, которая требовала сдачи Казани и принятия русского подданства. Причем промосковская партия, она большим весом пользовалась.
Поэтому тоже, вот когда сейчас говорят, вот в Казани дни памяти проводятся, там все, там, ну, фактически сам народ издал это Казанское ханство. Вот это население Казанского ханства, оседлые, да, предки нынешних казанских татар, в отличие от этой династии и тех аристократических родов, которые стояли во главе Казанского ханства, это были степняки, тюрко-монгольские роды, Барын, Ширин, Аргын, Кипчак, 4 рода. Потом Мангат добавился, вот 4 рода. Вот многие роды, они у башкир есть. Кипчаки, допустим, или Барыны, вот в Учелинском районе живут. А вот они в Казани, это был привилегированный род. Вот именно такая кочевая тюрко-монгольская знать. И вот это оседлое население было настроено очень категорически против Крымской династии и против сопротивления Москве. И вот они даже... А какие-то причины есть? Как это объясняется? Почему у них такая позиция? Ну, феодальный гнет. Им тоже не нравилось, что те вот кочевники приходят, там, угнетают их, там, туда-сюда. Они же, для них они были холопы. Вот, и думали, что, может быть, по сравнению с Казанским ханством, в Московском царстве, может быть, тогда меньше было вот этот гнет. Тогда ведь окончательно еще крепостное право-то не победило. Там еще крестьяне были относительно свободны. Может быть, в Казани там сильнее это все это угнеталось. Ну, скорее всего, просто вот эти вторжения кочевников, это всегда сопровождались разорением вот этих хозяйств. И вот это все население, оно выступило. Потом не надо забывать, что самого Ивана Грозного в войске там почти что треть войска 150-тысячного были так называемые касимовские татары, Мишара там и так далее. Касимовское ханство вассального московскому государству составляло вот это вся конница. Поэтому тут все неоднозначно было. Тут, когда сейчас преподносят, политизируют, вот в Казани говорят, там, нашу независимость там у нас отобрали, там, наше национальное государство. Не совсем так. Тут представлялось в виде какой-то вот такой феодальной разборки между собой. И вот башкиры смотрят, в 1552 году Казань пала, хотя башкирские воины были в числе защитников Казани. Вот эти башкирские тарханы, которые в Казанском ханстве служили. Тарханы службу от Казанского ханства получили. Поместье там и так далее, и они служили. Вот башкирские тарханы, это всеми признается. И потом, когда вот эти войска Казанского ханства, вот эта Казанская орда, их 20 тысяч человек всего было, когда они были разгромлены, то если по источникам смотрим, они все ушли в Башкирию, все отступили, как пишут, до башкирского языка, гоняху басурман русских, и у Курбского написано, и других источников. Они все ушли в Башкирию, все вот остатки этого казанского войска. Остальная страна мирно покорилась. Через несколько лет, 52 год, через 5 лет принимает русское подданство кто? Ногайский князь Исмаил. А ведь Южная Башкирия входила в состав Ногайской орды. То есть автоматом, даже не спрося их, раз и Южная Башкирия фактически оказалась на правах вассального владения. Но еще раньше, в Сибири правившая династия, Тайбугиды так называемые, это еще до прихода Кучума из Бухары, местная династия княжеская, они еще в 1555 году отправили послов и приняли русское подданство. Получается, что территория Башкирии со всех сторон уже приняла. А она осталась окруженной со всех сторон. Вот. Когда башкиры видят северо-западные башкирские роды, такая ситуация, Казань пала, Южной Башкирии под ногами осталась. Раз теперь без власти, нагайцы приняли подданство, давай-ка мы уже, именуя вот эту прокладку, будем сами тогда. А кто такой для них ногайский бий? Они же его тоже ставили под сомнение легитимность их правления. Любой башкирский князь, он такой же бий, как и ногайский князь, он не чингизид. И вот первые башкирские посланцы поехали в Москву. Башкиры двух племен. Это Уран и Гайна. Гайна — это вот территория сейчас Пермского края, Урак-бей, Маметкулов, ганинские башкиры Пермской области. И рядом с ними башкиры рода Уран, Айсуак-бей, это род Уран, это нынешний Янаульский район, поехали и установили непосредственные отношения с московским царем. Вот этот пример стал заразительным. После них там другие поехали, башкирские бии, западной Башкирии, башкиры рода Ирякта, это Татышлинский район. Асан-хан, так называемый, у них вот местный такой герой их вот такой локальной истории. Памятник даже поставили недавно, который принимал русское подданство. Пошла цепная реакция. И потом, когда нагайцы попытались их вернуть, вот в 1572 году решили организовать военный поход против северо-западных башкир. Обратно вернуть их. Получается, в двойное уже начало. А смысл был идти против башкир? Надо было, получается, идти уже против русского царя? Они считали, что вот их это подданные, понимаете, а башкир говорят, о чем мы должны? То есть вы вассалы, будем подчиняться вассалам, понятно, да? Понятно, то есть, да. потому что нагайцы сами вассалы. И вот они просто решили вот это промежуточное звено, оспаривая легитимность вот этих нагайских притязаний, начали оказывать вооруженное сопротивление и побили, значит, вот этот поход. Разгромили нагайцев, отогнали, и потом, насколько я знаю, уже больше они и не пытались даже в Западную Башкирию вторгаться. Вот такая ситуация была. Что касается Южной Башкирии, там другая ситуация была. Они довольно-таки мирно с этими нагаями жили, у них вот меньше было противоречий. Видимо, это было связано, может быть, со схожим образом жизни. Все-таки Западной Башкирии, там они уже и другое хозяйство было, может быть, они и земледелием занимались. А вот Южно они больше скотоводы были, и поэтому как-то мирно с нагаями уживались, вели вот этот образ жизни. И вот только ситуация с Южной Башкирией только к началу 17 века стала изменяться. Но прежде чем о них сказать, я скажу про башкир восточных, которые входили
традиционно подчинялись Сибирскому ханству. В 1565 году вот эта династия Тайбугидов, которая приняла русское подданство, она была свергнута. Пришедшим из Бухары Муртаза хан пришел и его сын Кучум хан. Вот они свергли Тайбугидскую династию и восстановили там правление чингизидов, потому что исторически там чингизиды правили, но потом, когда чингизиды ушли, династия Шибанидов ушла на завоевание Средней Азии, они хотели ее отобрать у тимуридов. Тимуриды, потомки Тимура, которые правили в Средней Азии, тоже узурпаторы, они их свергли, завоевали Среднюю Азию, и на время Сибирь как бы оставили вне внимания. И вот там вот эта местная династия, значит, захватила власть. И вот они вернулись, получается. И вот они вернулись, их опять согнали с трона, и как только они вернулись, все, зауральские башкиры, которые уже к этому времени уже фактически приняли русское подданство, но вот пришел законный царь, и они обратно все под Кучум ушли. Потому что чингизидская династия, она считалась более легитимной, более, так скажем, крутая, да, как они писали в источниках, природный наш царь, пришел хан Кучум. И все Зауралье ушло, значит, под хана Кучума и стало в войсках Кучума производить там всякие нехорошие вещи, как пишет Карамзин. В 1581 году, когда Ермак шел воевать Кучума, князь Пилымский с Вагуличи, остяками, сибирскими татарами, башкирцами нечаянно напал на берега Камы, выжег, истребил селений близ Чердыни, Усолья и новых крепостей Строгановых. Князь Пилымский, это один из вассалов хана Кучума, тот его отправил в поход. И вот этот был достопамятный поход 1581 года. И еще раньше был в жалованной грамоте Строгановых от 1564 года говорилось: хвалится деи сибирский салтан Кучум, идти в Пермь войною, и преж деи сего они камские соли город дважды имывали. То есть дважды Соликамск брали до 1564 года. Вот на западную сторону Урала, вплоть до Соликамска, до Перми, до Камы, вот эти отряды ходили. Набег повторился в 1572 году. Приходили наши изменники, черемисы на Каму, человек 40, да с ними деи остяки и башкирцы, и буинцы войною, и побили на Каме пермич торговых людей. То есть вот эти набеги пошли, потому что пришел хан Кучум. Это продолжалось вплоть до... Потом началось вторжение армии Ермака, когда вот говорят, там 500 человек, там такие цифры называются, немножко неверно. Дореволюционные авторы считали, что, допустим, количество вооруженных сил Ермака доходило до 5000 на самом деле. Для Сибири того времени, население которой, все население составляло 30 тысяч человек, да, 5000 вооруженных, хорошо вооруженных людей, это была громадная сила. Нанес он поражение хану Кучуму, но хан Кучум отступил. Началась такая затяжная война, в ходе которой сам Ермак погиб, а Кучум остался. Потом пришли новые войска из Москвы. Эта война длилась, в общем-то, на протяжении всего 17 века на территории Западной Сибири. А что касается Южной Башкирии, то вся ситуация переменилась. Вот неизвестно, сколько вот это была бы вот такая неопределенность. Дело в том, что в начале 17 века из Монголии вторглись на территорию окраины Московского государства и вообще вот на территорию современного Урала, Казахстана, калмыки вторглись, да, джунгары, монголы-айраты. Знаем, как калмыков, это тюркское название калмыков, а сами себя они называли монголы-айраты. Пришли, разгромили нагайцев, и когда нагайцы были разгромлены, что-то башкирам оставалось делать. И главное, калмыки пришли, говорят: вы платили до того нагайцам, теперь платите нам дань. Тут уже в этой ситуации что было башкирам южным делать? Естественно, они, выбирая между калмыцким порабощением, принятие русского подданства, естественно, они выбирают второе. А они каким образом это делали? Также ездили в Москву или как да, более да, просто? Да, и вот тут сразу группа вот этих башкирских южных племен, князья их, Татигазбей от племени Урматы, Курпячбей от племени Табын, от племени Бурзян Исикейбей, от племени Кипчак Каракужакбей, от племени Мэн Канзафарбей, потом от племени Таймян Шигали Шакман, Мешавли Каракужакбей и от племени Усярган Бигбаубей. Вот ездили в Москву, присягали на верность, на подданство, потому что была угроза калмыцкого порабощения. Вот смотрите, что пишут в документах. При царе, государе и великом князе Михаиле Федоровиче всей Руси нагайские мурзы посполо, то есть совместно с башкирцы, под Уфою уже не кочевали, потому что их нагайских людей в смутное время погромили калмацкие люди на Самаре, реке и на Току. Ток река, это где вот Тотские лагеря. И кочевьями их завладели. Вот. То есть при первом Романове стали приходить в русское подданство. Вот такая ситуация сложилась. В Заурале ситуация то же самое. Поскольку калмыки пришли, Кучум к тому времени умер, но остались его сыновья и внуки Кучумовичи, так называемые, царевичи сибирские. Они в борьбе за возвращение сибирского трона как раз тоже сделали ставку на калмыков. А до этого их вот основной костяк вооруженных сил составляли башкиры. Но
Но башкир было меньше, а калмыков много. Они решили, вот эти нам более подходят в этой борьбе. И, в общем-то, как только они сделали ставку на калмык, зауральские башкиры тоже отвернулись, значит, от этих сибирских царевичей, поскольку калмыки тоже угрожали захватом их земли. И тоже приняли русское подданство. Вот как раз все это произошло. Принятие в целом Башкирии, можно сказать, в состав московского государства вошло в 10-х, где-то 20-х годах 17 века. Процесс длился более полувека, и поэтому, когда вот сегодня говорят, ярые такие противники принятия, там, зачем они приняли, вот надо было не принимать, вот, или там есть такое представление, взяли, скопом пришли 1557 года. Нет, это процесс, он длился, и без обрисовки вот этой исторической ситуации, при которой это происходило. Внешние факторы, огромное количество. Были основополагающие. Просто у них выбора не было, значит, тут либо калмыки поработят, либо, значит, вот мы принимаем русское подданство, оно, естественно, было там многократно мягче по своим условиям и так далее. А условия какие были? Платить ясак с земель, сохраняются их вотчинные права башкир, ведь они же башкирские вотчинные права, по легенде, и который, в общем-то, признавался царским правительством, они были дарованы, значит, Чингисханом или там чингизидами каким-то, значит, еще в монгольское время это было признано на уровне русского царя, это что вот они уже вошли. Русский царь только давал подтвердительные грамоты на их вот эти владения. В обмен на это, на признание вотчинного права башкир, в общем, должны были ясак с этих земель как определенный давать. Там временами он довольно-таки такой серьезный, это была нагрузка. И в случае войны по первому зову царя должны были поставлять вооруженные отряды на войну. На этих условиях, в общем-то, Башкирия вошла в состав Московского царства. Спасибо большое, Салават. Я напомню, что в эфире была программа «История башкирских родов». Мы в рамках нашего цикла начали говорить об истории народа в целом и разбираем эту историю с привязкой к историческим событиям. В следующий раз мы продолжим говорить о башкирских восстаниях.